Свято віри прийнясе, Богу вічна у Тройці, прославлення і хвала, і Отцу і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що от них походить, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отшували плёт Твоего откупления, яки живейший благодарен с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Будет Божия память, спевом славлю имя Его, поем святло життя моего. Дай милость, будет Божия память, спевом славлю имя Его, поем святло життя моего. Дай милость, будет
Святий, серці наші запалі, Єрусалим нагнали, умасуй дух наш спали. Повинна, що нас вічності, все буде світу і завжди, хай буде твоє царство на землі. Я победи Господи, Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з духом Твоїм. Господь допомагає мені, Пан підтримує життя моє, а хлопна буду складати захвяру Пану і буду славити ім'я Твоє, бо добре яно. Podczas gdy tej świętej mszy молюся за пам'ятного Альфонса 15 год по смерті, просячи, щоб добрий милосердний Пан пробачив їм Україні і прийняв супольність усіх святих. Перепросим за всі наші грехи, щоб ми могли з чистим серцем скласти Тебе Твою найсвятейшу оферу. Сповідаємося Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогущий, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Хвала на вершинях Богу, а на
землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой славы Твоей, Пане Боже, благодатный весны, Боже, ой же всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Panu Boży, Synie Ojca, jaki wieczny sobie taki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki wieczny sobie taki światu, przyjmij moje nasze. Jaki siedzisz prawa duszeńca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный над слугам Твоих и помножай их дары Своей ласки, как живою верой, надеей и любовью, и они завсёды верно заховывали Твои заповеди. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог правду все, яки вечный я. Amen. Читання книги мудрості Соломона. А проч тебе няма Бога, який клопотится об усім. Тому ты не повинен доказывать, что судишь справедливо. Твоя моць – это початок справедливости, и твое панование над усім робит тебе ласкавой. Ты показываешь могутность, коли не верить у досконалость твоей моцы, и выкрываешь дерзкость тых, кто яе усведомляет. Ты ж, маючи уладу, у ласкавости судишь и вельми деликатно кируешь нами. Тому, коли ты пожадаешь, маешь моц. Такими справами ты научил народ твой, что справедливый повинен быть ласкавым, и дал своим сынам добрую надею на вертание после грехов. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пане, ты добрый и милосердный,
поклоняться перед Твоим обличьем, Пане, и будут прославлять имя Твое, бо Ты великий, чинишь чуды, Ты Бог, Ты единый. Пане, Ты добрый и милосердный, налеты, Пане Бог милосердный и ласкавый, шмат милостивый, долготерпеливый и верный. Погляди на меня и смилуйся надо мною. Пане, Ты добрый и милосердный. Дух заступается за нас стогнаниями и невымовными. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, чим треба молитися. Але сам Дух заступається за нас стогнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка є думка у Духа, бо Він заступається за святих по волі Божій. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословенный Ты, Отче, от неба и земли, бо Ты открыл таємниці владарства дитя. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия Павла Матвея. Слава Тобі, У той час Єсус пропонував людям іншую приповідь, кажучи: «Владарство небесное подобное до человека, який посеял доброе насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і посеял між пшеницею колосовник і прийшов. Коли ж збожина узійшла і дала плод, тоді показався колосовник. Прийшовши слуги господара дому, сказали йому: «Пане, ті ж недоброе насіння посеял ти на полі своїм, откуль же на им колосовник?» И он же сказал им: «Ворог зробив это». А слуги сказали ему: «Хочеш, ми пойдем виполоть його?» Але он сказал: «Ні, как вириваючи колосовник, ви не повиривали разом з ним пшениці. Покиньте расти разом тое и другое до жнива. И у час жнива я скажу жнецам: зберите спочатку колосовник и звяжите его у пучки, каб спалить, а пшеницу зберите у гумно моем». Гэта слово Пана. слава Тобі, Христе. Переживаем час жнива. И так Слово Божие побудованное, памятаете, день самого рынка пшеницы, год великий, многократный, так, что пшеница была сеяна при дороге, что куда зерня упало, какое взошло, какое не взошло. Сегодня уже маем, что нават зерня взошло, там будет самое. Але разом с этим зернем узайшел и колосовник. Хтось бы сказал, что это древняя речь, але нет. Пан Ісус не надаремно глядить на чоловіка, на того, якого створив як добро. Ми створені як добро. Але сучасний світ, попри різні ситуації, різні тяжкості і клопоти у нашу душу, у наше серце засіває так само ненависть, злость, наповняє нас незрозумінням і різними речами, якими з'являється цей колосовник, який у певному моменті виростає худший, чим то, що добре.
Самі вельмі добра ведаем, што добрага нам трэба вучыцца, а зло, яно вельмі хутка да нас прыклеіваецца. Ведаем таксама, што каб вырасціць якісьці агарод, па ім трэба хадзіць. А калі якаясь бяда, яна расце і расце, я не успеваю касіць. Што 2 тыдні і ўсё, раз, уже трэба касіць і касіць. Ну, гэта так ёсць. Трава і расце, але розныя лапухі, розная зельска, якія трэба, конечно, зрамліваць, каб яны былі паводле намеру расці, калі павінны расці. Але гэта гаварыць не ўжо. Пан Ісус гаворыць, што тое, што ўзрастае, таксама патрэбнае, каб нам дапамагло узрастаць самым. І таму гаворыць, вельмі мудра паступае. Сённяшняе Евангелие гаворыць, што Бог у кожным чалавеку пакладае такую самую надзею. Нават калі ты, браце і сестра, уже сам себе не веришь. Даже маешь такие грехи, что 10, а уже что уже мне никто не поможет, уже мне Бог не поможет, уже никакая справа не поможет. Ты князь. Вот сегодня написано, что пан Иисус, когда почул, что таким человеку можно навіть не было зерня, сам колосовник, сама беда, сама грешность возросла, и она намного больше была. Он говорит, нет, почекаймо, поглядим, что за это еще выйдет. Покладая человек, покладая пан Иисус у кожному человеку такую самую надежду. А на что не хотите? Вот это не подобно до дерева, что будет со слоем, якой мы посадим одну поле. Она не вырастет ровно, она закрывает там право, там лево, не выкрывает. А что будет с соснами, когда мы посадим десятки, сотки штук. И не будет им круг зарасти, когда мы зайдем в лес, потому что они ровные, пригожие. Чему? Бо кожная из них тянется до святла. И часами Пан Бог допускает в нашем життю такие грехи, которые мають нам допомогти узрастати до Пана Бога. Про це сьогодні говорить сьогоднішнє Євангеліє. Пам'ятаєте, тиждень тому назад я вам говорив про святого Августина. Так ось, святий Августин сам напише у визнанні, що дякуючи такому життю, що упав так низько у своїй грешності, познав Божу милосердність. І це йому дало узрост його милосердності. Це вельми важна інформація. Може, не один з нас відчується своїм життям якої надії. Може, не має надії, не покладає этой надії у милосердності Божої. Але Пан Ісус говорить, Пан Бог говорить, що навіть для тебе є проблема. Навіть для тебе є шанс. Тільки, як ти у житті захотів зростати. Як ти захотів у своєму житті, браті і сестра, убачити більше добра. Бо це вельми важна річ, яка нам потрібна. Как мы один в одним зауважали то, что доброе. Но то, что древнее, оно не будет. А когда мы будем повышать то, что доброе, то добро заглушить эту вину, заглушить эту голосовку, заглушить это наше грешное справа, которые мы делаем. Как мы умели и захотели наново еще раз окунуться в Божию милосердность. А что нам до этого может перешкодить? Перфектность наша. Такая, что если можно сказать, я вельми добрый, что я найлепший. И эта справа соправдная такая была, что в одной из парафий бабуля пришла до Александра Пробовича. Такая радостная, говорит. Просто какая хорошая новость, говорит. Что такое здоровье? Лекарь бы сказал, что у нас на районе у меня самый сахар. Можно радоваться скоро. Самый большой сахар, нема такого сахара никого. Я победитель на районе. Я победительница на районе. Я победитель. Уже такого сахара никого люди не держат. И хвалилась ему. Да, найлепше. Вот человеку может где-то перерасходить такая пыха. Czasami ktoś ci może прийти до конфесіоналу, сповідатися, правди, пробувати може якусь вести працю, що послухає, замітити, зробити нотатку, щось запише, над чим працювати, постанову, може йому не вийти. Але приходить і знову робить. А часами хтось послухає, раз, другий приходить на розмову до ксенза, на годину, 2 не тривають, 5 на годин тривають, а потім за несколько дней місяців вертається. Сонце, я був ксенза, лежав на дні. Але по розмові з ксензом вернувся, за несколько дней упав еще ниже, чем падал. Закопался под муку. И что с этим сделать? А что здесь делать? Потому что человек не имеет покоя. Человек не хотел браться на сегодня. Думал, что по моей одной размове кто-то справится с своим житьем. Самой она справится, нет, а не справится.
не хотел над працей якось приложити, що йому було сказано. А ми повинні в якийсь спосіб над собою працювати. Ведь праця на Амазоне она тяжкая. Вот сами как повести вперед, когда мы сами дернулись назад. Как поехать, не знаю, когда кто-нибудь демонстрировал просто на какой-нибудь машине, а он вперед, назад. Как раскатать, разбирать ее, и как можно было выехать с пути. Там как грязь, что-нибудь со снегу. Как можно было двигаться. И так читали в нашем житии вот это. А читали то, что сказал, не удастся, и все на месте. Все на месте, передній слово. Часами треба, може, 10 вернуться назад. По-англійську это говорить, що в этой колосовке виставляється, що буде з чоловіком, який повірить, що він веде добре життя, що він не має греху, він перестане страдатися. Имел такую размову вчора з одним таким чоловіком. Говорю, можете спорити? Ні, в цьому суді нема греху. Нема греху в суді. Гляньте такие, вот я уже один аргумент, другой аргумент, третий аргумент. Нет, так. Как конь такой. Раз, и вдруг уперся головой в стенку и все. И стоит. И не зеркается. Спрашиваю, чему? Тут я ж не маю греху. Доброе життя. Доброе життя. И так то есть, вот, тому как колосовник нам жить так само так. Как мы не упали в такую пыху, это которая попадает. Но когда мы попадем в пыху, мы поверим, что мы сами будем досконалы. Сами себе уже гарантии. А мы забываем, что нам в Святом Писании написано, нам когда ты будешь складать наибольшие ахвяры, нам ты свое життя сложишь, а не скористаешься сакраментом покаяния. Ну, что не. Потому что вспомнить сакрамент покаяния, он вельми важный. Не может сам себе человек пробачить свои грехи. Не может я это сказать. Я уже колись про это говорил, только сам сейчас говорю. Я ksiądz, ja potrzebuję drugiego księdza. Ja nie mówię, to Papa Rzymski potrzebuje tak samo drugiego księdza. Nie Papa Rzymski, nie muzykę. Może księdza zwyczajnie. Można przyjechać z Galerii Papańskiego na Wyspę do swojego ważne. Потому что потребуем того, кто скажет, и я, раз по слугу Костела, отпускаю тебе грехи. Я, раз по слугу Костела, дайте мне, отпускаю тебе грехи. Это вельми важная форма, я сам перед собой є, отвернусь его. Так что, браты и сестры, користайте як мага найбольше з гэтых добрых речей. Как мы десять в нашем житті, мы пробовали быть мудрейшие, чем Христос. Мы часами такую мудрость свою маем и хочем в этой мудрости научить усіх. Не веду, что я вам говорил, что вам американцы, на том я здесь говорю, может, за нажор, там есть лекция, что часами человек має такую свою дурость, глубокую дурость, яка його зациклює, і хоче на эту дурость, як не знає, як з ким розмовляти, переключити всю сухому, всіх людей, які є. Читайте, сидіть так на вечері або на якомусь совєті, розмова не клеїться, говорить, а я, ведаете, что чему вы такие слабые и смутные, чему вам так не ведется, чему вы такие хворые? Потому что вы любите того, что я. Я каждый день срываю 4 листика березовые, заливаю водой, и потом ты сравните, конечно, иначе, еще ничего не съел, выпиваю эту настойку. Зеро мне подойдет можно для здоровья. Да, там некоторые так послухают, заинтересуют, уже там размова такая, дебата, начиная на 1, на 2, на 3, а это стихия там с сахаром, без сахара, с правой стороны, с левой, какой колено разливать вечером, альбо ночью, колено лучше. Ну, холодильник, может с медом, может только маслицатая, вот это листика, как имеете рукав. И такая дебата про листик, про какую структуру, что листик в голове, какую то себе убил. Потому что как прицелить на свою историю, на свое життя. Чему? Он не хочет почуть, что треба ему свое життя изменять. И он лепит, будет сам что-нибудь говорить, сам будет изменять человек. Будет не вести никуда у вас. Але как только я вижу истину, как только я не выслухали, тогда я буду лишь кимсь, я. Всех не будете мне, я буду профессор от листя на дороге. Так что вы не этого, для вас называете уже. Может уже нема больше, и уже было 9, 10, 30, может уже все парняне, дорожки потом выливали, уже нема. Так что треба засадиться там в огородинках, листья, пить. По-моему, вроде на целое время не делают. И может мудрейшие сами. Не верьте. Открывайте, ну, это так. Ты сами некоторые такие дебаты уходите, например. А вы, браты и сестры, подпитанные в нашем житии истинная вера, как бы ты колосовник нам допомагал в каких-то способах
узрастать, как мы так само не были слишком перфекційні, але эта перфекційність, я часами можу забути. Я иду за межой и працевал, часами там ходилось по колям, так видно, часами были такие мессины, там ты заходишь, все, ровно, так ладно, мы можем быть 6 минут, я пошел, я помолился, положил книжку, так начинается ровно. Я музей, музей, я тут нічого не говорю, нічого не чіпаю, можна навіть сідати не буду, мені мало, чи можна, ну і такий це спосіб. Так само перфекційність така, може, хтось сказав би, таким супердокладним. Так само може бути чоловік. Може забити. Вот я сам говорю, який я позиция. Никто так не умеет. Кто если пришел подавать сказку гостину, вместо того, как частоваться, размовлять, веселиться, может там музыка играет, может танцы сделать, на уроках. А я ну и так, нет, это способ. Я теперь знаю американский способ замечать. А теперь нам вот так, могли бы обратиться в меня бы залезть. И все, конец праздника, можно повеселиться. Ну, хтось такий, не знає, як не щось це, а за своє життя на пальці не виходить. А то Єсус говорить, глядіть, звертайте увагу на початок дисципліни. І то у перспективі сьогоднішньої Євангелія говорить, добра. Как это зло, какое есть, оно есть, оно помогало нам отбиться от дна и имкнуться до добра, как это добро бачили один в один говорить. И так само самим себе, и как на им давали это наше життя. То есть приготавливайтесь на сакраменту покаяния не только признайте свои грехи, але так само приходится, сколько добра вы чуєте. А може, як чините, вже того призначаєтесь і звертається на це увагу. То так само чоловіку допомагає в якийсь спосіб будувати свої відносини і вірити, що у мене є добро. І може таким чином добро я можу зростати. І вже я не звертаю на це грехи не тільки інших робив. Бо це само собою так діє, що такий спосіб. Бо коли щось узростає, то другое виникає. І не може бути інакше. Просто, братья и сестры, как мы в нашем житті умели зауважить у наших житті колосовні якісь, але так само і це добро, воно повинно зростати. І пам'ятайте, що Бог навіть коли у нас сам колосовник, ми його не бачимо добра, та і там Бог бачить у нас саме добре речі. Амінь. Вірувати на Бога і Ця всього на Всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святло от Святла, Бога сокравного от Бога сокравного, народженного, а не созданного, одиносутного Иисуса, ради Бога все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный отцами за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сядить праворушайся, и знов придет главе, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцов и Сына належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Oblacowania Duchem Świętym wzniesią brat Jezusa Chrysta supольные молитвы и просьбы до Бога Отца, за Święty Kościół, как Он давал сукасному свету приклад едности и любови, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нехристианские народы, которые не познали коштовность, якія объявил свету Иисус Христос, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За христианские земли, как своей едностью и мощью Духа не черпали с супольного удела в Евхаристии, Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. наших близких померлых особенный способ
Альфонс, як добрий і милосердний пан, пробачив йому провини і прийняв супольності святиці просив. Вислухай нас, Пане. За нас собраних каля алтаря Пана, как встреча с Христом и как святой, и мши содейничала нашему соправному духовному возрастанию. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тебе, что Ты нас выслуховываешь, неизбывно обновляешь своей любовью раз Христа, Пана нашего. Амінь. Первый Семейка было 58. Наклоніться до моїх очей, убачу, наклоніться моїх уст, і промовлю прославлення, наклоніться мого серця, і очисти. Дай Твой Дух Святий наповняє мене. Наклоніться до моїх очей, убачу, наклоніться моїх уст, і промовлю прославлення, наклоніться мого серця, і очисти. Дай Твой Дух Святий наповняє мене. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец и Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутный Боже, Ты все офяры старого заповету знания заменил одиной досконалой офярой, прими дары отданных Тебе слуга, як приняв дары справедливого Авля и святых, как то, что каждый из нас, складая на Твоей величии, ослужила всем на избавление, раз Христа Пана нашего. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Говору серце. Узносим до Пана. Подякує Пану Богу нашому. Благовіна і справедлива. Naprawdę godna i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы заўсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святлейший, всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего, боем злитости до грешного человечества, народився с Панной Марии. Раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами, с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими воскликаючи. Святий, 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 а Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, Хосанна на высших, Хосанна на высших, Хосанна на высших. Благословенный Твой имя Пана, благословенный Твой имя Пана, Хосанна на высших, Хосанна
Zaprody Bożo, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, temu jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was rosna, kiedy Jezus Chrystus u was rosł, послав на апостола Духа Святого, wraz z Chrystem prosić Ciebie, Всемогутный Боже. А świeci, гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас, cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom karty. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jako jest za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery udział kielich. Znów Tobie podzięku składają, przypadał swoim uczniom karty. Bierzcie i pijcie z jego ciała, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica веры, Обнажай смерть свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и желаем Твое присягание. Wspominając śmierci z mętwych powstania Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как учил нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Święty zabrał darmo. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiedli во всем świecie, udoskonalał любові razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, про Альфонса і про всіх, хто у Твоєї ласці, аби шов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryjnej, ze świętym Józefem i Jewrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie jest w wieku podawali się Tobie, a z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Synem Twojego Jezusa Chrysta. Wraz Chrystus, Chrystowi Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, wся ваша на ней хвала, враз всем, яки вечная. Amen. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче Наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa spokój imię naszych, da pomaży nam miłosierności Twoją, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowania do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam, proszę, nie zważaj na grzechy nasze,
але на веру престела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускає світу гріхи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускає світу гріхи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускає світу гріхи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на нечаянную. Мария, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Розвиток роботи номер 25. Милосердность Его нам всеми, творение я cuando vengan sí, своим словом, святым своих справ, подтримливаем всех,
святий усі своїх справах, піднімає всіх, хто упав, хто прийняв всіх. Номер 22. Улюблений мой, серед тисяча, ти найліпший, найліпший. Улюблений мой, серед тисяча, ти найліпший, найліпший. Молимся, просим Тебе, Боже, давай милостиво Твоему народу, яких и возмостил наисвятейшим сакраментам, и вчини, как он покинувши старую греховность, и решил до нового життя у цнотах, раз Христа Пана нашего. Amen. Об'яви душпастерські 22 липня у церкви Свято-Марії Магдалени у четвер свято приїде законниці Пекунки Європи, у п'ятницю у спомин святого Шарбеля, у суботу свято святих Якуба Апостола і у спомин святого Кришнака. 25 липня, это ближайшая суббота, святой Имши в нашей парафии не будет. Сегодня после святой Имши отбывается благословление транспортных сродков з нагоди успомину святого Кришнака. Сьогоднішня неділя інвестиційна, дякую за всі ахвяри, складені під час святої Мши на будову. Так само триває до 6 жовтня акція «Дар серця», знаходиться ззаді карточка.
Скарбонка драўняная, калі хто жадае, можа туды кінуць паўрубля на касцёл патрэбе на Магілёўшчыне. Доўга гаварыць не буду, бо ведаеце, сёння фінал чэмпіянату міра па футболе. Прызнаючы так, як на ісповедзі учора, у 12 было, трэба паведзіць. Усё было добра. Першы тайм хорошо, 4 за Англии. Третий, 3-4 уже для Англии еще. И на 85 минуте меня отключили. А там самое интересное было. Самое интересное. Что глядите футбол. Кто сегодня за кого не ведаю, а я за... Интересно. Да. За Испанию, а кто за Аргентину, до меня не подходит сегодня, до меня эти веры. Столько смеху, хватит, дякую. Дякую за открывание нагодового, за польную индивидуальную молитву, за спелую правду литургическую, прибирание каплицы, помолимся за тех, кто в этом тыдні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, помолимся за Виктора и Ольгу с нагоды сакраменту шлюба и братца. Святыня прибранная, специально хотел, как осталось на недельку поглядеть, как на шлюбе прихоже бывает, можно прибраться, может, кто спокусится еще раз жениться. Помолимся за Павла, его батьковый хростик з нагоди хросту, з добродієвих передавців нашої парафії, так само нових добродіїв, довгіства санктуарії Божої милосердності, кожного з нас спасовку, опять Матері Божої, Твоей обороні отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не похожай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Я жартовал, друзья, раз нельзя было другое радовать все. Нет, что все кого не видали. Примите Божие благословение, добро, что есть, что приходите. Пан с вами. И с духом Твоим. Пускай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святые Архангелы Михаила, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас убудушнують по світі. наших близких померли, заболелого Альфонса, Ангел Панский звездовал Анне Марии. Зачала Духа Святого. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Господа слова Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Слово стало телом. И священна. И дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Молись за нас, Святая Богородица. Оставайся Богом небесным. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, вли в наше сердце Твою ласку, кому воздавши бразанецкое звествование утеловления Христа, Твоего Сына, празднув Его и крыш были доведены на хвалу воскрешения враз Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была сподвеку, теперь завсёды и на веки вечные. Добрый Иисус наш Пане, Дай им вечность. нехай отпочиваю в супокое вечное. У белых спевниках номер 69. Пробачте, коли я сказав о благословенні транспортних сродків ще.
Пробачте за благословенника, ведь уже дай, потом вступаем номер 69. Добрый Боже, зайцовская века и клопотися про створение, выслушай наши просьбы и одари слугов своих здоровьем души и тела, как они могли выполнять свои обовязки, и наприконцы земной пилигримки могли вернуться до Тебя, просим о благословении тех, кто будет користаться этими транспортными средствами. Боже, Ты мудрей своего слова створил свет и дал человеку владу над всеми створениями и силу досконального свет для Твоей воли. Благослови эти транспортные средства, які з'являються кльоном чоловічої мудрості і праці, як вони служили добру людей і їх праці і відпочинку. Про заступництво Святого Кришного, а дари розважливості усіх, хто буде користатися ими. Нехай осторожно і безпечно проводить своє подорожжя і клопочеться про безпеку інших людей. Нехай в дорозі завжди сподорожничає Христос, який з тобою живе і владарить на віки вічні. Амінь. Номер 69. Будешь тут научил меня быть собой, за то, что подарил мне свою любовь, за то, что отгонял мне спокой и страх, и на самых тяжких шляхах нес меня на своих руках. Господи, милый, за усыпая дары, за надею и силу, за цене алтарь, что сломал все сердце, скаменело моего, и свою эмоцию ты оставил его. Дякую, Господи, милый, за усыпая дары, за надею и силу, за цене алтарь, что сломал все сердце, скаменело моего, и свою эмоцию ты оставил его. Ты, кто зажгет великий, кто открыл со мной. За ты, кто меня снова закрывал собой. За ты, кого я никогда не смогу забыть. И за то, что ты меня научил ворогам любить. Дякую, Господи, милый, за все мои дары, за надею и силу, за цены алтарь, что сломал сердце, скаменело моего, и свою эмоцию ты оставил его. Дякую, Господи, милый, за все мои дары, за надею и силу, за цены алтарь, что сломал сердце, скаменело моего, и свою эмоцию ты оставил его. Нехай буде попоровий. Наисвятейший сохран, правдивая тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сохран, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сохран, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа. То есть ты хотел осветить машину? Да? Как бы не с нами.
Бог.